Somehow, India's business with Kyrgyzstan is quite low. When I say quite low, our total trade is just about $37 million Can you stop this? with Kyrgyzstan. Yeah. Это то, что бизнес между Кыргызстаном и Индией, она очень в заниженной форме сейчас, составляет только $37 миллионов оборот между двумя странами. One of the main reasons why this meeting today is taking place is because we want more Indian businessmen to know about Kyrgyzstan and also understand what kind of potential and opportunities are there in the Kyrgyz market. Он говорит, и один из объективов этой встречи сегодня, они хотят, чтобы многие индусские бизнесмены знали про Кыргызстан и что можно, какие потенциалы тут есть. А кто сюда приехал и со стороны индийской стороны? From the Indian delegation, who came? From the Indian delegation, we have representatives from a very big power transmission company. Из индийских больших компаний он может перечислить компании, которые занимаются продукциями трансформаторов, электрических оборудований. Then we have a company which is big into IT and BPO. Есть компании, которые занимаются IT, получается, информационной технологией. And we have another company which is majorly into logistics and shipping. И есть компания, которая занимается логистикой. And we have another company which is into engineering. Есть компания, которая занимается инженерными услугами. So you can say it's a mix of companies that have come here with this delegation. Тут очень много разновидностей компаний разных. Вы планируете подписание каких-то договоров? Are you looking to sign some contracts, MOUs? See, we are separately, FICCI is signing an MOU with the Kyrgyz Chamber of Commerce and Industry. Okay, they are already our MOU partners, but after the meeting, we will sign a joint declaration kind of. Ну, после того, как встречи пройдут, они как бы подпишут декларацию, а так договоренность между Индийской Федерацией и кыргызскими бизнесменами есть уже с коммерцией кыргызской коммерцией. And many Kyrgyz companies have also come to join this meeting today. Once the main session is over, they will have B2B meetings with the Indian companies. So let's hope that they are able to arrive at some good discussions and sign MOU for future cooperation. После этой встречи сейчас начнется главное, потом будут встречи, бизнес с бизнесом будет встречаться, и он надеется, что там будут заключены некоторые контракты. Какая сфера интересует? What sphere is it? I mean, the companies that came. What is the main interest in them? What are they interested in? There is a company which is interested in the power projects. Есть компания, которая заинтересована в гидроэлектростанциях. Especially power transmission lines, power plants. Транспортировка электроэнергии. Yeah, there is a company which is into logistics and shipping. Есть компания, которая занимается логистикой. And there is a company which is into IT and BPO, business process outsourcing. Есть компания, которая занимается информационной технологией и BPO, понимаете? The business process outsourcing. Скажите, пожалуйста, какие проекты вы собираетесь реализовывать в Кыргызстане? Вы знаете, у нас делегация из ФИКИ, это торговая палата. Да, индийская, это очень крупная торговая палата, и у нас пришли там некоторые члены делегации, которые занимаются фармацевтикой, информационной технологией, потом логистика, образование, сектор образования, etc. Но и так далее. Но вот это какие проекты, сейчас у них будут переговоры с своими партнерами, киргизскими партнерами, и они будут найти партнеры. Но у нас есть намерение, как посольство Индии, как представитель правительства Индии, государства Индии, мы поддерживаем эти контакты, и мы потому что у нас политические, культурные связи очень хорошие, и мы хотели это тоже укрепили экономические связи между двумя странами. А вот то, что торговый промышленный оборот $37 миллионов, это много, мало, есть перспективы для его увеличения? Конечно, это очень-очень-очень мало. Вы знаете, потенциал огромный.
Но, к сожалению, вот кроме фармацевтических, вот большинство товаров из Индии здесь не придут. И вот взаимно, но из Кыргызстана тоже. Но они говорят, вот это транспорт сложный и так далее. Но я надеюсь, что вот это как-то предприниматели они будут разговаривать, они будут решать все эти вопросы. Но все равно это очень мало, и надо это увеличить. Какие Да. барьеры есть между Но странами? это транспортные, это самое главное, потому что нет прямой транспорт, нет, там дорога очень длинная, и во-вторых, нет прямой рейс. И вот это главная проблема. Какие бизнес-проекты вас интересуют в Кыргызстане? Ну, меня интересует много, зависит от предпринимателей, вот это что именно. Но у нас, как я сказал, есть представители, например, вот информационные технологии, фармацевтические, вот агропроцессинг, да, переработка, вот это агропродукты, это тоже очень перспективные направления. Есть некоторые. Да. Ну вот агропереработка, это Да. для нас очень сейчас актуально, потому что правительство уделяет большое внимание. Да. Что вы можете предложить в плане вот переработки сельхозпродукции? Например, вот это молочные, да, там сделать молочные продукты. Это тоже есть один из направлений. И потом это сделать сок из фруктов. Это я не знаю, как это можно объяснить. Вот это тоже есть, но там есть возможности очень большие. Да. С надеждой на то, что взаимные знакомства потом перейдут, будем говорить, бизнес-связи и таможенный союз. Мы взяли курс в единое экономическое пространство, когда на всем пространстве государств, входящих в этот союз, будут полностью открыты границы. Товары, производимые, положим, в Кыргызстане, они будут смело распространяться, иметь рынок порядка 170-180 миллионов жителей, которые проживают на всем этом пространстве. И все это должно определенным образом привлекать иностранных инвесторов. Тем более, будем говорить, у нас сегодня индийская диаспора довольно неплохая, будем говорить. Бизнес, который они здесь ведут, плохо или хорошо, или мы все довольны этим бизнесом. Сегодня уже требуется, конечно, и мы надеемся, вхождение крупных компаний, серьезных компаний. Поэтому успехов вам, всего наилучшего, да, продолжим.